Если вы видите, что это какое-то большое возгорание, и вы можете обгореть, вам не стоит брать огнетушитель и лезть туда, в это пламя. Также есть водоснабжение. Там уже идут рукава, и ими будет намного легче. Вот так просто, в доступной форме, с приведением примеров, сотрудники МЧС рассказывают педагогам второй столичной школы о соблюдении техники пожарной безопасности, а также о правилах эвакуации учеников и персонала в случае возгорания. При поступлении сигнала о пожаре у вас есть оповещение, оно срабатывает обязательно. Это оповещение должен включить тот человек, который обнаружил пожар. Подобные лекции проходят в образовательных учреждениях несколько раз в год, и состоят они из теоретической и практической частей. Особенно важно проводить инструктаж перед наступлением холодов и отопительного сезона. О правилах пожарной безопасности сотрудники МЧС рассказали уже в нескольких столичных школах – 3, 6 и 14. Кроме того, в учебных заведениях специалисты проводят детальное техническое обследование. Вообще мы ежегодно, 2 раза в год проводим детальные технические обследования всех школ по городу Сухум и Сухумскому району. И те нарушения, которые мы выявляем, мы их отмечаем. Те школы, которые новые, либо там проводилась какая-то реконструкция, они находятся в хорошем состоянии по пожарной безопасности. Есть некоторые недочеты, но они несущественные. А старые школы у них в очень плохом состоянии, и касаемо проводки, и система автоматической пожарной сигнализации, они там вообще отсутствуют. Также сами учителя рассказывают детям о правилах пожарной безопасности. Этой теме посвящены классные часы. Пожар – это страшно, но ни в коем случае нельзя теряться, говорят педагоги второй столичной школы. Ведь им пришлось пережить возгорание несколько лет назад. К счастью, обошлось без жертв. Было раннее утро, нам сообщили, мы еще были дома, и поэтому мы приехали ранним утром. И кто что успевал делать. Но в основном мы пытались сохранить свое имущество. Я не сказала бы, что педагоги растерялись. Честно говоря, когда увидели, что здесь все горит, и мы прибежали, никто не думал, что нужно остановиться. Все вот просто бежали по своим классам в школу. Кто что мог хватать, все хватали, выносили, чтобы спасти хотя бы все, что возможно. Сегодня у детей есть возможность учиться в стенах любимой школы. А теме пожарной безопасности здесь уделяется большое внимание. Школа очень большая, но у нас в школе 10 выходов, которые могут мгновенно открываться. На 2 выходах постоянно сидят вахтеры. Так что это, во-первых, насущно для нашей школы. После того, как произошел пожар, слава богу, не было ни детей, это было раннее утро. В любом случае, при любом сообщении о пожаре или о какой-то внештатной ситуации, нам занятия по эвакуации детей просто необходимы. В ближайшее время в планах у руководства школы провести практическую часть занятий на тему пожарной безопасности. Гугу Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.